Я думаю, что патриотизм должен в первую очередь исходить от сердца, из своего дома, из того населенного пункта, где живешь, а потом идти дальше и дальше. Bizim Nevbet'teki süjetimizin kahramanı Linur Ağa Ablazimov bizni Kırım'ın Yedi-Xuyu rayonundaki Korpe köyünde yerleşken evinde karşıladı. Alçak gönüllü vesade Linur Ağa öz toprağını pek sevgen insanlardan biridir. Aynı şunun için öz halkının problemler ve isteklerine pervasız kalıp olamay. Этот район – родина моих родителей. Этот район я бы не сравнил ни с одним районом полуострова. И где бы я ни был, все время хотелось вернуться назад. Всегда про него, как зачастую, забывают. И очень обидно бывает порой. Ну, конечно, люди здесь дружные. Когда мы проводили реконструкцию Алиме Абдинана, памятника Алиме Абдинанова, приезжали с разных населенных пунктов. С Феодосии и с Керчи приезжали люди, чтобы помочь именно вот этому делу. Конечно, мы же хотим, чтобы наш Ленинский район тоже процветал. Ленур Ағаның сөзлеріне көре, Қырым-татар халқының белі қараманы Алиме Абдинанованың абидесінің ғайрыдан тәклювенің тешкіл өтуі onun için en қиын сынывлардан бірі olған. Старшее поколение, хочу сказать, что взяли на себя ответственность собрать денег со всего Крыма и не только с Крыма. А саму установку и реконструкцию мы взяли на себя. И Аллах ашкур, у нас все получилось хорошо. В 2015 году, да, было открытие. Приехали очень много гостей, родственников Алиме Абдинановой. Те люди приехали, которые устанавливали этот памятник. Был очень хороший и знаменательный день. Eski Milli Hareketinin iştirakçılarının 1988 senesinde koyulgan abidege de yer tapıldı. Было предложено жителями села Останино, рядом близлежащего села, установить его в центре села. На что мы обратились к главе сельского совета, они нам дали подходящее место. Также мы помогли при установке этого памятника. Не делалось это ни с бюджета. Şimdi de Linur Ağa meslektaşlarının beraber gerekli ve mühim işine uğraşıyorlar. Есть у мусульманина 3 дома. Дом, в котором он живет, дом, в котором он молится, и дом, в который он уйдет после своей жизни, уйдет в другой мир. Мы должны работать и стараться, именно оставляя после себя хорошие дела, хорошие поступки. Korpe köyünde cami kuruluş işleri ta 2011 senesi gerekli vesikalarını hazırlanıvından başlandı. Kuruluşunu tek sonki yıllar başlamak çare oldu. Ogde da çok iş ve Linur Ağa insanlarını çette kalmamak ricada buluna ve kuruluşta iştirak etken herkese büyük teşekkürler bildiriyor. В 2019 году начали непосредственно строительство мечети на центральной площади села Калинов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших жителей, всех тех, кто принимал участие в строительстве, всех тех, кто принимал участие в документации. Всем большое спасибо, независимо от национальности, от вероисповедания, потому что помогали в строительстве мечети и христиане, и мусульмане, и жители нашего села, а также жители соседних населенных пунктов. Много кто помогал. Саусана. Sevaplı iş nasıl vakit ola ki çeşit faal ve pervasız olmayan insanlarını birleştirdi. Bu ise işinin sonuna yetkeninde ve namaz kılganlarga cami kapılarını açılacağında inandırdı. На первый разминке, когда приехали делать межевание, ставить границы нашей джами, будущей мечети, было 3 или 4 человека. Люди останавливались, спрашивали, что здесь будет. И вот с каждым днем приходило по 2, 3, 4 человека, проявляли свой патриотизм, свою веру, свое желание, именно и приходили, именно там работали. Sakinlerinin yardımına bakmadan kuruluğunu bitirmek kıyın olacağını akılda tutup teşkilatçılar herkese yardım etmek ricada bulunalar.
завершили стены, залили верхний сейсмопояс. И сейчас нам надо накрыть крышу. И как бы очень нужна помощь, чтобы перекрыть эту крышу. Тем более она должна быть состоять в виде купола. Очень тяжелая конструкция, где должны работать именно сварные работы, сварщики, бригада. Тяжело нам это одолеть. Если будет от кого-то помощь, мы будем очень благодарны. Кечкен ве бүгүнкү күнлөр акында субетлешкенде биз оны фаалияттылыкны көстөрмек, илхамландырган бир шейни хатırламак рижада болундук. В 2012 году мы решили провести мероприятие, связанное с забытыми старыми деревнями. Забытые старые деревни, где жили наши предки, где жили на сегодняшний день это степи. Никто не мог определить, где был их населенный пункт. Старики очень просили провести там праздник, на что мы откликнулись, взяли организацию на себя, провели очень хорошее мероприятие, где пригласили артистов, танцоров, где было из человек, наверное, 300-400 гостей со всех районов, со всех крайних точек полуострова, а также было несколько человек с Турции. Очень много появилось, сразу много очень знакомых. Большой шаг был. Вот дома все связывается, и дома вот все само собой получается. Именно в родных степях, в родном районе. А вот где-то вот ездили именно все свои вложить силы, вот не получается. А здесь само по себе, все само происходит само по себе. Так как находишься у себя на родине.